первом месяце лета вступили в силу новые положения об оформлении завещаний. Отменился роуминг, вступил в силу третий этап амнистии капиталов. Нововведения этим летом ждут и автолюбителей. Подробнее о материале Ольги Башук. В России отменили внутрисетевой роуминг. Теперь россиянам не придется переплачивать за звонки абонентам в другие регионы страны. Действовать новые условия будут автоматически на всех тарифах и без дополнительной платы и подключения услуг. Цена на СМС, исходящие звонки и мобильный интернет сохранится в рамках того пакета услуг, которым пользуется клиент. В силу вступил закон, который расширяет возможности россиян распоряжаться своим имуществом после смерти. Во-первых, теперь супруги смогут составить совместное завещание, которое определит, какое имущество кому и в какой последовательности перейдет, если умрут они оба или кто-то один из них. При разводе такое завещание утратит силу и перестанет действовать. Также каждый супруг в любой момент может поменять свое решение и выйти из завещания. Тогда он должен будет сообщить об этом жене или мужу, а нотариус проследит за этим. Во-вторых, россияне теперь смогут заключать наследственные договоры. Такой документ представляет собой соглашение между наследователем и его наследниками, которые берут на себя какие-либо обязательства перед составителем завещания. Например, они должны будут ухаживать за ним или пожертвовать часть наследства на благотворительность. Наследователь в любой момент может передумать и отменить договор в одностороннем порядке. Но тогда ему придется возместить несостоявшиеся наследникам все траты, которые они понесли, выполняя условия договора. В рамках амнистии капитала можно добровольно задекларировать свое имущество, активы, зарубежные счета и контролируемые иностранные компании. Амнистией могут воспользоваться те граждане, которые готовы перевести деньги и активы из-за рубежа обратно в Россию. Декларанты освобождаются от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Третий этап амнистии капитала продлится с 1 июня 2019 года до 1 марта 2020 года. Вносить изменения в конструкцию автомобиля, добавить в конструкцию машины новые детали, например, газовое оборудование, лебедку или обвес, теперь можно только с разрешения ГИБДД. В изменении конструкции могут и отказать, если они не предусмотрены маркой автомобиля. После тюнинга автолюбителю предстоит пройти экспертизу технической лаборатории, получив заключение экспертов. Такие правила действуют на территории всех стран Таможенного союза. Заключение экспертов будет внесено в специальный реестр, который Министерство экономического развития России обещает создать к 1 января 2020 года. При наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком споры по ОСАГО теперь рассматриваются финансовым омбудсменом до подачи иска в суд. Обращение для граждан бесплатное, а вот страховщики будут платить за рассмотрение каждой жалобы по 45 тысяч рублей, если решение примут в пользу клиента. При этом, если во время рассмотрения жалобы компания добровольно выполнит условия потерпевшего, то тариф будет варьироваться от 7,5 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Автовладельцам необходимо будет направить страховщику письменное заявление. Решение омбудсмена обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде. С 6 июня по новому закону магазины не смогут возвращать поставщикам непроданные продукты, если срок их хранения меньше 30 дней. В основном это свежее мясо и рыба, молочная, кондитерская продукция, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Участники рынка отмечали, что на такие товары приходится около 70% ассортимента торговых сетей. Магазины и поставщики должны будут в течение 180 дней с момента вступления закона в силу привести условия договоров, которые заключали раньше, в соответствии с новыми нормами. Теперь нововведения должны защитить как отечественных производителей, так и потребителей, ведь запрет на возврат продуктов может подтолкнуть магазины снижать цены для привлечения покупателей. Ольга Башук, Владимир Павлов, Якутск.